И сейчас тогда поделюсь презентацией с тем, чтобы рассказать о том, как я вижу, какие тренды сейчас происходят в области экологической и климатической журналистики, чем они нам важны и как их, соответственно, можно проанализировать и использовать в своей непосредственной ежедневной работе. В общем-то, экологическая и климатическая журналистика сейчас действительно представлена в самых разных формах. Да? Итак, климатическая и экологическая журналистика сейчас. Действительно, она присутствует в самых разных формах, и, по сути дела, мы видим изменения концепции того, что является журналистикой в целом, кто создает медиа-контент, и заметного расширения этого поля. Как мы видим на этом слайде, экологическая журналистика присутствует в самых разных формах в русскоязычном пространстве. Здесь можно говорить и о традиционных публикациях, да, в общественно-политических или деловых СМИ, которые также в последние несколько лет начинают уделять все больше внимания вопросам экологии, вопросам климата. Появляется все больше специализированных СМИ, которые крайне много, практически 100% своего контента уделяют внимание вот именно нашей тематике. Появляются, опять-таки, специализированные новые медиа, посвященные вопросам экологии, вопросам климата. Вот тут перечислены в третьем пункте разные формы. Их значимость, опять-таки, растет и в качестве создателей первичного медиаконтента, и в качестве распространения того медиаконтента, который, например, создают первые две категории, которые здесь упомянуты. Но нельзя и преуменьшать роль экологических, общественных организаций. Опять-таки, многие из них либо создают собственные СМИ, либо создают собственные медиаконтенты, собственные медиапродукты. Когда видят, например, что каким-то определенным темам уделяется не так много внимания, и, возможно, имело бы смысл это внимание усилить и как-то заострить. Вот, соответственно, мы видим, что ландшафт самый широкий, создателями медиаконтента, в принципе, являемся, по сути дела, все мы с вами. Роль акторов в медиапространстве, различных акторов, возрастает. В общем-то, с одной стороны, это, конечно, приводит к определенной демократизации создания медийного контента, с другой стороны, приводит к довольно большому количеству так называемого шума, информационного шума. Появляются также такие феномены, как фейк-ньюс и слишком много информации, когда во многом сейчас очень большой задачей становится не создать какой-то продукт, а распространить его, да, то есть добиться, достучаться до ваших читателей, до ваших зрителей с тем, чтобы на то, что вы создали, на тот медиаконтент, тот медиапродукт обратили внимание, поняли, что это важно, прочитали его, как-то осознали его. Вот, очень важный тренд, по сути дела, на продвижение материалов в онлайн-пространстве, даже большой социальной значимости, к которым, безусловно, относятся материалы экологической тематики и климатической тематики. Теперь надо тратить не меньше времени на продвижение, чем на его создание, а иногда даже и больше. Вот, соответственно, двигаемся дальше. Какие же у нас особенности экологической журналистики, в том числе журналистики, которая рассказывает о проблеме изменения климата? Несколько важных фактов я изложила на этом слайде. Действительно, с одной стороны, мы имеем место с очень сложными феноменами, которые объединяют в себе и вопросы науки, и вопросы политики, и вопросы экономики, и вопросы технологий, и вопросы потребительских решений, и вопросы здоровья, и вопросы городского развития, и вопросы сельского хозяйства, и лесной политики. И все эти вопросы очень часто как-то начинают влиять друг на друга, и не очень понятно, например, как в рамках одного медиапродукта оставаться либо в одной теме, или пытаться освещать все их вместе и комплексно. Ну, то есть буквально последние примеры, действительно вышедший новый доклад МГИК, межправительственной группы экспертов по изменению климата, активно все-таки освещался в русскоязычном пространстве. Тоже можно заметить этот тренд, что и темы, в том числе климата, становятся все более важными. Но, безусловно, такой комплексный доклад довольно просто осветить. Это задача не из легких. Много аспектов, на чем сконцентрироваться только на градусах, сконцентрироваться только на убытках, только на рисках, на шансах, что делать. Ну, в общем-то, всегда большие вопросы.
То есть экологическая тематика, она получается, что очень широкая, очень многоуровневая, не всегда ясно, какой аспект выбрать для журналистов или создателей медиаконтента, не всегда ясно, кого цитировать. Вот очень важный факт, мне кажется, здесь вот в пункте 2 упомянут, в том, что все эксперты, которых мы так или иначе в медиаматериалах цитируем, это эксперты в какой-то определенной области. Да? То есть если мы говорим с естественным научником, например, там, физиком атмосферы, то, наверное, его не стоит спрашивать о сути Парижского климатического соглашения. И также человеком, который скорее занимается вопросами климатической политики, возможно, не стоит спрашивать каких-то серьезных подробностях, например, о климатических сценариях, да, которые используют ученые. То есть всегда очень важно понимать в нашей тематике, в чем именно специализируется эксперт, какие вопросы ему или ей надо задавать, да, и что они нам могут прокомментировать, какую полезную информацию они нам могут дать. Вот как бы степень экспертности того человека, того спикера, с которым мы общаемся для создания материала, это все-таки такой очень важный и существенный факт. Соответственно, опять-таки, освещая вопросы экологии и климата, мы сталкиваемся с целым рядом сложностей, но также есть и направления решений. Вот какие-то ряд сложностей я упоминаю на этом сайте. Действительно, довольно много возникает проблем с тем, что зачастую мы говорим о будущем, иногда об отдаленном будущем, да, то есть середина 21 века, конец 21 века. Вопрос, как это тематизировать, как это сделать важной историей в условиях, когда и в текущей ситуации, буквально сегодня, здесь и сейчас, много всего сложного происходит. Опять-таки, как говорить о глобальных трендах, как сбалансировать в любом медиаматериале глобальные тренды и какие-то локальные последствия, локальные измерения тем. Много действительно аспектов темы, о которых я также говорила чуть ранее, и вот вопрос нелинейных историй. Да, то есть очень часто в традиционных журналистских статьях, публикациях, историях мы всегда знали про вот, не знаю, пирамидальную структуру, да, или вот какие-то такие еще тематики, как выстроить историю, да, какие должны быть стороны, сколько должно быть сторон представлено. Вот сейчас, конечно, в таких сложных историях, где у нас пересекается, как я сказала, и наука, и политика, и здоровье, и очень многие еще аспекты, вопрос, как выстраивать эти нелинейные истории, как выстраивать нарратив там. Тут в чем-то к нам, конечно, на помощь приходят новые инструменты, можно использовать там и инфографики сейчас, и карты, и размещать какую-то сложную статистическую информацию в виде более таких удобоваримых визуализаций, использовать большие мультимедийные истории, когда мы сочетаем и видео, и фотографии, и какой-то там аудиоконтент, и текст, и все это как бы сводим вместе. Но в целом, конечно, многие такие сложные, многоуровневые истории, они совсем другую структуру предполагают и вообще совсем другой способ изложения. Вот. Ну и, наконец, действительно, вот в связи с ростом таких популярных зеленых тем возникает много таких хайповых историй, которые, опять-таки, создают много информационного шума, в том числе зеленого шума. И действительно вопрос, как мы их можем проверить, как сделать факт-чекинг, особенно в условиях вот бурного развития, там, не знаю, телеграм-каналов, да, по этой теме. Как мы можем найти экспертизу, как мы можем вообще, ну, как бы проверить все то, что получается, кто это должен сделать и кто это должен предоставить. Вот это вот как раз новую экспертизу темы. Вот. Но в целом у нас, если мы говорим о зеленой журналистике и климатической журналистике, у нас целое большое биоразнообразие тем возникает, в том числе вот некоторые из них я пыталась перечислить на ближайших нескольких слайдах. Мы видим здесь как вопросы зеленые, вопросы климата, это вопросы самого разного уровня, это вопросы международной политики, это и вопросы национальной политики, госрегулирования, да, это вопросы и экономики, и здесь я пыталась как-то перечислить какие-то основные направления в применении к экономике и вопросов климата, декарбонизации и зеленой политики в целом. Да, то есть, по сути дела, когда мы пишем обо всех этих вопросах, пишем или рассказываем каким-то другим способом, всегда можно связывать с вопросами климата, всегда можно связывать с вопросами зеленого развития, с экологической проблематикой. Вот как бы такие направления. Вот здесь такое продолжение этих тем. Действительно, можно выходить совсем на другие уровни и смотреть самые разные аспекты. То есть экологическая журналистика, она в чем и хороша, тем и прекрасна, что она со всеми этими темами взаимодействует, со всеми этими темами пересекается. И сейчас возникает все больше разных как форматах, так и тематических мероприятий и материалов, которые в том числе
все вот эти вопросы освещают у себя. Очень важный аспект, как мне кажется, вот как раз в последнем пункте на этом слайде представлен. Действительно, часто, когда мы говорим о вопросах зеленых, о вопросах декарбонизации, о вопросах климата, мы говорим о будущем. Потому что во многом мы именно образ будущего создаем из того, что мы хотим видеть мир более зеленым, более дружественным к окружающей среде, более справедливым и к людям, и к экосистемам, и к другим существам, которые живут на этой планете, и декарбонизированным, и регенеративным, и циклическим. И поэтому, конечно, во многом вот какие-то истории, связанные с будущим, с какими-то желаемыми изменениями для будущего, они, конечно, имеют очень важную составляющую в области зеленого развития, в области климатического развития. Действительно, как бы и в рамках семинара, и вообще мы много говорим об отдельной тематике изменения климата, почему именно изменение климата и почему именно климатическая повестка становится такой как бы основной и важной. Вот тут опять-таки несколько идей перечислено. И, с одной стороны, именно климатическая повестка становится объединяющей такой зонтичной темой для многих других тем, не только зеленых, да, потому что, по сути дела, сейчас и тема воды, например, соприкасается много с вопросом климата, ну и понятное дело, что тема лесов, но даже такие вопросы, как отходы или качество воздуха в городах, или в целом устойчивое городское развитие, это, конечно, все тоже объединяется под такой крышей или зонтиком климатической тематики. Еще одно направление – это, конечно, то, что климат во многом становится такой универсальной линейкой, да, и возможности пересчета в СО2, СО2-эквивалент. Это мы видим очень много на примере бизнес-практик или на примере пересчета влияния, оказываемого на окружающую среду, да, когда все пересчитывается, например, в СО2-эквивалент. В последнее время, я думаю, что это вот та тема, которой в том числе Анна очень много занимается и работает, возникает большое пересечение с тематикой климата, с тематикой как раз биоразнообразия и разрушения экосистем. Возникают так называемые природные решения, которые пытаются, с одной стороны, и адресовать климатическую проблему, а с другой стороны, пытаются работать с тематикой борьбы с сокращением биоразнообразия и вообще каких-то решений, которые хороши и для климата, и для биоразнообразия. Да? Вот об этом очень много будут говорить, в частности, на ближайшей конференции ООН по климату, которая ожидается у нас в ноябре в Глазго, и на которую многие из нас собираются поехать. Действительно, изменение климата, вот про будущее я уже чуть раньше говорила, сейчас, наверное, не буду подробно останавливаться, но вот изменение климата также, конечно, тесно пересекается со многими другими подповестками зеленого развития. Это и вот как бы зеленая экономика, регенеративная экономика, да, сейчас такой новый важный термин появляется, циклическая экономика, которая предполагает полную перестройку структуры экономики, как мы ее знаем, потребление ресурсов, передачи ресурсов по разным цепочкам производства, переработки, транспортировки и утилизации. То есть все эти вопросы, они все больше и больше начинают замыкаться друг с другом. И понятно, что речь должна идти о комплексном видении проблемы, о том, как все завязано со всем, и о том, как и биологические структуры, и экономические структуры, и социальные структуры – это, по сути дела, такие сложные системы, которые и сами преобразуются, но и требуют, безусловно, большего какого-то преобразования и изменений, в том числе из-за тех глобальных вызовов, которые сейчас перед нами стоят. Вот, уже упомянула, что в ноябре, соответственно, пройдет очередной раунд климатических переговоров ООН в Глазго, в Шотландии. И это очень важный саммит, потому что в прошлом году подобный саммит был отменен из-за пандемии коронавируса, перенесен на этот год. Соответственно, что же мы ожидаем и почему это такое важное мероприятие? Парижское соглашение у нас было утверждено, принято, ратифицировано или там в какой-то еще форме подтверждено очень многими странами. Оно вступило в силу, оно работает. Целей климатических стран пока недостаточно. Поэтому большая тема для климатического саммита ООН – это повышение амбициозности климатических целей стран, с тем, чтобы страны заявляли более амбициозные цели, более высокие цели по снижению выбросов парниковых газов, а также все большее количество стран заявляло, когда они собираются достигать нулевых выбросов, то есть декарбонизировать свою экономику. Еще одна важная тема – это, конечно, зеленые финансы, климатические финансы.
помощь развивающимся странам как в области сокращения выбросов парниковых газов, так и в области адаптации. Опять-таки много целей было поставлено на уровне ООН, не все эти ориентиры пока достигаются, поэтому большой вопрос действительно, как будут направляться климатические финансы, откуда они будут браться, как будут наполняться климатические фонды ООН, и, безусловно, в том числе для региона Центральной Азии, это, конечно, очень важный и существенный вопрос. Опять-таки, упомянутые мной ранее уже природные решения тоже станут большой темой для климатического саммита ООН, как сблизить тему климата и биоразнообразия, как мы можем, решая, с одной стороны, климатическую проблему, все-таки также помогать биоразнообразию, восстанавливать природные экосистемы. Вот это тоже станет такой довольно-таки большой темой саммита. Еще одна важная тема – это, конечно, определение правил работы экономических и рыночных механизмов Парижского соглашения. Пока они прописаны в статье 6 соглашения довольно общим языком. Сейчас одна из задач встречи делегатов – это понять, как будут выставлены и устроены мировые системы передачи единиц сокращения выбросов между странами друг к другу, могут ли страны поддерживать проекты в других странах, как это будет тогда зачитываться, как могут частные инвесторы участвовать в этом проекте, как вообще будут взаимосвязаны, например, углеродные рынки различных стран. В общем-то, все эти вопросы будут обсуждаться дальше. Это, конечно, ключевой вопрос для очень-очень многих стран. Ну и, наконец, в целом, куда будет двигаться дальше климатическая повестка, что мы ожидаем, каковы ориентиры на будущее. Как я уже сказала, в прошлом году конференция ООН отменилась, поэтому в этом году, конечно, надо наверстать за все то, что было не сделано за последние 2 года. В общем-то, такая очень важная ключевая встреча. Конечно, будет важно вести, много внимания уделять, в том числе понимать, что происходит на международном уровне и как это влияет, например, на то, что происходит в вашей стране, в том числе в области климатической политики, но также климатических действий, климатических рисков, как можно во всем этом участвовать, ну, как бы ключевые, действительно важные вопросы. Ну что, друзья, наверное, на этом я буду делать паузу. Вот тут какие-то мои контакты представлены, соответственно, да, Twitter, Facebook и ссылка на журнал, который я редактирую, «Экология и право». Он у нас выходит раз в несколько месяцев. Буквально последний выпуск вышел на прошлой неделе, был посвящен вопросам циклической экономики. Интересный выпуск, советую почитать. Бесплатно выложен на сайте. Также мы можем его прислать по почте. Тоже бесплатно. Все. Спасибо большое. Я тогда надеюсь, что уложилась в заявленное время и буду готова ответить на вопросы.